Добрый день, уважаемые жители Нюрбинского района. На сегодня всего больных по COVID-19 трое. Из них двое находятся в стационаре и один находится на амбулаторном лечении. Из троих больных из города Нюрба один, из села Мары один и из села Малыкай один. В ковидном отделении находится 5 пациентов, из них трое с подозрением на ковид. В провизорном отделении находится 2 пациента. Уважаемые жители Нюрбинского района, поступает много вопросов насчет сотрудников полиции. По информации Центральной районной больницы, за медпомощью обратились с признаками ОРВИ 8 сотрудников полиции. Взяты пробы на ПЦР, направлены в город Якутск, и на сегодня поступили 4 отрицательных анализов. В работе находится 3 пробы. На сегодня в 23 школах учатся в очной форме с сочетанием дистанционного обучения. А всего детей 3310. По решению оперативного штаба района Марская, Малыкайская, Жарханская и Антоновская школы перешли на дистанционное обучение, охват 1031 ребенок. Также ежедневно ведется мониторинг по данным детям с диагнозом ОРВИ. Всего детей с ОРВИ на сегодня 36, все дети обучаются дистанционно. По перевахтовке ПАО «Алроса» с 4 сентября начинается заселение первого потока вахтовиков Нюрбинского ГОК в изоляторы. Второй поток заселяется с 15 сентября. Ожидается заселение около 110 человек, уроженцев Нюрбинского района. Как вы знаете, еженедельно у нас проводят рейды с участием административной комиссии, специалистов города Нюрба. За прошедшую неделю межведомственной комиссией проведены 2 рейда по торговым точкам города Нюрба. Охвачены 20 торговых точек. По результатам рейда директору одной торговой точки выдано письменное предупреждение по устранению нарушений с разъяснением по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Уважаемые жители Нюрбинского района, ситуация по COVID-19 все-таки у нас остается в районе напряженной. Поэтому еще раз призываем уважаемых жителей Нюрбинского района соблюдать санитарно-противоэпидемические требования, беречь своих пожилых граждан, пожилых родителей, близких, детей, носить маски, перчатки, соблюдать социальное дистанцирование, режим самоизоляции, проводить дезинфекцию рук, квартир, жилых домов, помещений, учреждений. Мы призываем без особой необходимости не передвигаться по району, не выезжать за пределы района. При первых симптомах болезни незамедлительно обращаться в медицинское учреждение. Берегите себя, берегите своих близких.